В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Крупный пожар в Нерюнгри. Десятки людей остались без крыши над головой. За решетку на 2 года. Еще одной участнице хищения бюджетных средств в НХМ Якутии вынесен приговор. «Газпром» завершил строительство объектов ЧНД на 50%. Стихи в автобусе. В Якутске появился необычный маршрут, пассажиры которого слушают произведения русских поэтов и сказки писателей. Подпишитесь на Карину. В борьбе с онкологическим заболеванием 10-летней якутянке придают силы пользователи Instagram. В пригородном поселке Кангаласы погиб 12-летний мальчик. Следком Якутии начал процессуальную проверку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Якутии. 2 мальчика в углублении на склоне горы смотрели видео на смартфоне. В результате обвала грунта одного из детей засыпало землей. Второй подросток сообщил родственникам потерпевшего, которые достали его и отвезли в медцентр микрорайона. Врачи констатировали смерть ребенка. В рамках процессуальной проверки для установления причины смерти ребенка проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Нерюнгри сгорел жилой дом по улице Южноякутская. 2-этажный дом уничтожен огнем полностью. В нем были прописаны 27 человек, в том числе 6 детей. Дом стоял в очереди на переселение на 19-й год. В ту же ночь в маневренный жилой фонд расселили 6 семей. Остальные решили вопрос самостоятельно. Всем погорельцам окажут материальную помощь из бюджета городской администрации. Собственники жилья смогут рассчитывать также на дополнительную помощь от управления социальной защиты. Достаточно большое количество людей пострадало от этого пожара. 27 человек, вот только по предварительным данным, из них 6 детей. Обращаясь к жителям города, хочу сказать следующее. Уважаемые жители, помогите, чем сможете. В настоящее время мы осуществляем сбор вещей для людей, потому что люди остались вообще без ничего. Вот ночью, представьте, выскочили, в чем были. Кто в домашних халатах, кто в домашних тапочках. У большинства людей даже документы не смогли вынести. А в центре Якутска около 10 часов утра загорелся мусор между зданиями. Причиной пожара по улице Кирова стало короткое замыкание. В результате пострадала обшивка и несколько окон. В само здание огонь не попал. Сильное задымление было лишь на 5-м этаже. Пострадавших нет. Прибытию там коротило, получается, с западной стороны здания, да? Все, отключили здание и подали ствол. Опасности так такового никого не было. Администрация здания работала правильно. Охрана предприятия тоже правильно работала. Эвакуировали 118 человек. 2 года и 2 месяца лишения свободы назначил Якутский городской суд экс-заместителю директора по финансам Национального художественного музея Якутии. По мнению следствия, женщина тайно издавала несанкционированные приказы о перечислении похищенных денег. Подсудимую взяли под стражу в зале суда. Были учтены смягчающие обстоятельства, а также то, что она пошла на сотрудничество со следствием с первого же дня. Напомним, группа сотрудников финансово-экономического блока НХМ подозревает в хищении 40 миллионов бюджетных средств. Уважаемый суд, участники процесса, я себя еще раз повторяю, да не оправдываю. Я просто хочу, чтобы вы, как сказать, я полностью согласна с предъявленными мне обвинениями. Свою вину в содеянном признаю и готова понести наказание, которое мне назначите вы. Тем не менее, я прошу о снисхождении, потому что имею сына 10 лет. Как он будет без матери? Не сможет. И имея инвалида, мужа первой группы, который нуждается в том же самом постоянном уходе и внимании, конечно. Прошу, уважаемый суд, не наказывать меня слишком строго из-за того, что полностью осознала свою вину. Спасибо за внимание. Дата судебного заседания по обвинению бухгалтера музея пока неизвестна. В Нерюнгринском районе долги потребителей за услуги теплоснабжения составили более полумиллиарда рублей. Эта сумма сопоставима с затратами годовой программы ремонтов Нерюнгринской ГРЭС. В ситуации разбирался Сергей Козюра.
Для всех энергокомпаний платежи за тепловую энергию – прямой источник финансирования ремонтных работ. Основным неплательщиком по-прежнему остается население – 536,3 миллиона рублей. Общий долг юридических лиц перед энергетиками составляет 15 миллионов рублей. Самыми проблемными должниками являются УК «Постком» с задолженностью 3,3 миллиона рублей, ООО «Горизонт Е», СК «Созвездие», «Антей» и «Алроса ВГС». За просроченную задолженность мы начисляем штрафы и пени в обязательном порядке. Ну и затем это все предъявляется в суды, вся задолженность судебными приказами, исками, значит, затем взыскивается. Ну а дальше уже с помощью судебных приставов, как я и говорил, взыскание идет полное, то есть и на денежные средства наложения арестов, на имущество, на ограничение на выезд за границу, ну и тому подобное. Все судебные мероприятия мы проводим совместно со службой судебных приставов. Энергетики убедительно просят должников погасить задолженность по оплате услуг теплоснабжения в досудебном порядке. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел по адресу город Нерюнгри, улица Кравченко, дом 10, где можно узнать о сумме просроченных платежей, а также заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Справочную информацию можно получить по телефону 9 57 36. Последний теплый летний день. Хочется населению сказать: граждане, давайте вспомним о том, что надо готовиться к любой зиме. Как нам, так и вам. И оплаченные вовремя задолженности и начисления являются гарантом прохождения нового осенне-зимнего периода. Тем не менее, специалисты Нерюнгринской ГРЭС продолжают подготовку оборудования станции к предстоящему отопительному сезону. В этом году на эти работы направлены 672 миллиона рублей. Завершение всех работ по подготовке Нерюнгринской ГРЭС к осенне-зимнему периоду 2018-2019 запланировано на середину октября. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нерюнгри. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». «Газпром» завершил строительство объектов ЧНД на 50%. Стихи в автобусе. В Якутске появился необычный маршрут, пассажиры которого слушают произведения русских поэтов и сказки писателей. Подпишитесь на Карину. В борьбе с онкологическим заболеванием десятилетние якутянки придают силы пользователи Инстаграм. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Интернет-пользователи не останутся в стороне. Завтра прямую линию с руководителем региона Айсеном Николаевым можно будет увидеть не только на республиканских телеканалах, но и через соцсети, в официальных аккаунтах нашего телеканала, во ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме, Ютубе и Фейсбуке. Напомню, трансляция начнется в 19:00 по якутскому времени. Руководитель региона в режиме реального времени ответит на вопросы, которые волнуют всех. Ответы о будущем Якутии. Прямая линия будет транслироваться на телеканалах Якутия-24, НВК Саха, Россия-24, Мамонт и в соцсетях. Также эфир будет доступен слушателям радиостанции ТТИМ. Объекты Чиендинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии готовы на 50%. Основные работы по укладке газопровода «Сила Сибири» завершат до конца года. Об этом сообщил председатель правления «Газпром» Алексей Миллер. Он также выразил уверенность, что 20 декабря 2019 газ уже подадут на российско-китайскую границу. Напомню, в конце июля «Газпром» сообщал, что построил 1954 километра или 90% газопровода «Сила Сибири», по которому планирует поставки газа в Китай. Чиендинское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших на востоке России и является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Древние писаницы найдены в Тулагино-Кильдямском наследии Якутска. Что изображено на наскальных рисунках и что значит находка для научного сообщества, узнавала Лана Ильина. Сенсационная находка, как и водится, была сделана случайно. Во время охоты на рябчиков инженер-исследователь Руслан Кириллин наткнулся на наскальные рисунки, нанесенные на горельник охрой. Ученый сразу оценил значимость находки. Сфотографировав, отправил Виктору Дьяконову, знакомому археологу. Он издалека виден. И решил подойти ближе, посмотреть, что за станец. И следы изучить там, копытных, которые здесь проходили. Считалось, что на 3 долинах нету писаниц древних людей.
Оказалось, что эти писаницы примерно устмельской или белькачинской культуры, то есть могут относиться к 1 или 2 тысячам лет до нашей эры. На останце изображены 7 антропоморфных фигур, то есть изображений людей. Молящийся человек, шаман с бубном – все это можно разглядеть на камне. Мы почему говорим антропоморфные фигуры? Потому что не обязательно рисовали людей. Это могли быть изображения духов. Вообще древние люди почитали каменные останцы, вот такие, как вместилище духов местности. Они считали, что дух местности находится в скале. За всю историю Якутии это первые наскальные рисунки, найденные в одной из 3 долин. Археологи работали в этой местности около 100 лет. Казалось бы, неизведанных троп здесь уже нет. И вот случайная находка может обернуться научной сенсацией. Сейчас идет работа над изучением и расшифровкой древнего послания. Да, можно понять, там, чем занимались люди. Охотой, либо разводили там скот, там, ну, какая у них форма хозяйства, экономика была, присваивающая там, или какая, да. А писаницы позволяют понять, о чем они думали, во что они верили. И вот в частности данная писаница тоже может как бы приоткрыть вот эту завесу таинственную. Но археологам могут помешать вандалы. Они уже оставили свои следы на древнем камне. Кто-то пытался нарисовать поверх старинных писаниц изображения зверей и даже оставить собственные инициалы. Ученые призывают: берегите природу и свою историю. Крайне важно сохранить уникальную находку в первозданном виде. Лана Ильина, Евгений Рязанский, Якутск. Развитие медицины в промышленной группе районов обсудили представители Министерства здравоохранения в Нерюнгри. Рабочая группа во главе с замминистром Людмилой Вербицкой встретилась с коллективом Нерюнгринской ЦРБ. Предложения Минздрава касаются прежде всего открытия межрайонного регионального сосудистого центра, хирургического центра, а также онкологического подразделения с возможностью проводить химиотерапию. Создание клинико-диагностического центра с лабораторной и рентгеновской диагностикой, эндоскопическим оборудованием и УЗИ также в планах программы развития Нерюнгринской центральной районной больницы. Все это планируется реализовать в ближайшие 3 года. Задача предстоящей пятилетки – развитие в Нерюнгринском районе реабилитационной помощи и лечения больных гепатитом. Также о перспективах развития здравоохранения в промышленной зоне Якутии говорили накануне в Алданском районе. Напомню, на прошлой неделе в Алдане был с рабочим визитом руководитель региона Айсен Николаев. Он поставил перед Минздравом задачу создать условия для лечения и реабилитации на местах, опираясь на распространенные заболевания, в том числе в этом районе. Одним из новых направлений, которое должно появиться в Алдане, станет эндопротезирование. Я должна сказать, что это вид, он относится к высокотехнологичной медицинской помощи. И, кстати, никогда у нас в центральной районной больнице не работали на 3-м уровне организации медицинской помощи. То есть к 3-му уровню, я вам скажу, да, что это относится республиканская больница номер 1, республиканская больница номер 2. Так вот, сегодня мы рассматриваем, что отдельные виды медицинской помощи, они будут выполняться в центральной районной больнице. В городе Покровске Хангаласского района заложили первую сваю нового детского сада на 240 мест. Собственным современным зданием обзаведется детский сад «Ромашка», основанный еще в 1968 году. Торжественное мероприятие посетила наш корреспондент Виолетта Засимова. С 2014 года детский сад «Ромашка» ведет свою деятельность в непростых условиях. После того, как старое здание было признано аварийным, «Ромашка» переехала в здание детского сада «Сказка» в том же микрорайоне. Такое решение было принято, чтобы не усугубить проблему нехватки мест в детских садах. Долго это продолжаться не могло, и в год 50-летнего юбилея дошкольного учреждения было объявлено о начале строительства нового здания. Ну, мы надеемся, что у нас в новом детском саду будет доп. Образование, что будет изучение английского языка, что будет изо-студия. В детском нашем саду мы будем реализовывать все проекты конгресса, да, нашего конгресса, робототехника, шахматы. Мы будем всесторонне развивать наших маленьких дошколят. Большой подарок для города Покровска. И школа тут же сразу рядышком стоит, огромная, 6000 квадратных метров. Это просто, можно сказать, практически центр города будет теперь.
Объект обещают завершить к октябрю 2019 года. За строительство взялись генподрядчик ГРК «Легион» и субподрядчик компания «Промстрой». Объем финансирования составил 170 миллионов рублей. Средства выделяются из бюджетов республики и района. С вводом нового здания детского сада «Ромашка» должна решиться проблема обеспечения юных покровчан местами в дошкольных учреждениях. Да, у нас в общей очереди детей от 0 до 3 лет, неохваченных детей 342. Это только в Покровске, поэтому мы думаем, что часть детей ясельного возраста с 2 лет, они у нас будут уже все посещать детский сад. На данный момент в городе Покровске действует 5 детских садов в 4 зданиях. Все учреждения приступят к работе с 3 сентября. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Необычный автобус курсирует по улицам Якутска. Помимо объявлений остановок и предупреждения о мошенниках, в нем звучат стихи. На поэтическом автобусе прокатился наш корреспондент Юрий Осипов. Мир становится добрее от того, что кто-то счастлив, от простого слова «здравствуй». Роман работает водителем маршрутного автобуса уже 15 лет. На тройку пересел пару месяцев назад. И впервые столкнулся с таким необычным явлением. Тем не менее, признается, нововведение пришлось ему по душе. Мне нравится. Я еще немного поезжу, наверное, все выучу, даже на якутском языке. Интересно. Просто люди тоже удивляются и в основном слушают с уважением, конечно. В автобусе звучат 8 стихотворений. 4 в одну сторону до конечной и столько же в обратную. Это самые разные произведения. Как на русском, так и на якутском языках. Стихотворения в необычном автобусе забиты в маршрутизатор. И наряду с объявлением остановок и объявлениями о мошенниках они звучат после определенных остановок. Инициатор идеи – руководитель маршрута Антон. Совместно с отделом транспорта городской администрации они воплотили ее в жизнь. Сейчас люди перестают читать, да, и получается, не перестают слушать и видеть глазами. То есть интерактивное табло мы не можем разместить в салоне автобуса, а звуковые сообщения мы можем разместить у нас в автобусе. Люди хоть в салоне автобуса могли отвлекаться в салоне автобуса от повседневных проблем. Стихотворения выбрали различных авторов, чтобы это было интересно всем поколениям. В соцсетях мы провели опрос среди молодежи, насколько им это интересно. Из 65 опрошенных 82% поддерживают эту идею. Также не против и старшее поколение. Я считаю, если потише, то можно. И когда громко музыку, я тоже против. А стихи и мелодия, наверное, если это положено, если это применено, то можно слушать, но только чтобы не резало слух. Вдохновленная таким начинанием, пассажирка автобуса даже поделилась с нами собственным стихотворением. Сильнее крепчает мороз, я покрепче прижму рукавицы от мороза краснеющий нос. И сейчас, повествуя об этом, я с любовью хочу вам сказать, это все Якутия родная, для меня она родина мать. Цель благородна – популяризировать поэзию среди населения. В планах инициаторов идеи постепенно внедрить нововведения во все автобусы маршрута, чтобы каждый день еще больше людей приобщались к искусству. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Ленчане подводят итоги дачного сезона. В социальной сети Instagram на странице «Ленский вестник» появилась рубрика «Фотохваст». Жители района начали выкладывать фотографии огорода и цветочных клумб. Урожай картофеля, овощей, ягод и цветов в этом году порадовал, комментируют пользователи фотографии участников. А в одном из дворов Якутска успешно выращивают теплолюбивые фрукты и поздние цветы в условиях вечной мерзлоты. О тонкостях дачного дела рассказывает Анастасия Данилова. Здесь на 8 сотках выращивают не только овощи и зелень, но и землянику и клубнику. А самое главное украшение этого уютного двора – это, конечно же, цветы. Георгины, петунии, подсолнухи и розы, и более редкие дурманы, брукмансия и сальпиглосис. Благодаря ним двор расцветает яркими красками в начале лета и цветет до самой осени. Неподходящий климат – это не повод, чтобы отказаться от тихих огородных радостей. В этом убеждена Вера, хозяйка уютного двора в городе Якутске. 20 лет назад, купив свой участок, не достроив сам дом, она посадила здесь первые цветы. Страсть к растениеводству Вере перешла от матери. Каждый год цветочная композиция на клумбах меняется. Семена, конечно, зимой закупаешь, в январе уже начинаешь подбирать, уже думаешь о гамме какой-то, чтобы не было уж слишком-то там все такой развал, разноцветие.
И уже планируешь, что, где у тебя будет сидеть, что где посадишь, сколько чего тебе надо. Ну, в общем, обычный рабочий процесс. Заготавливаешь там землю с осени, я заношу, все заготавливаю у меня. И вот процесс идет. Чтобы летом наслаждаться цветочной галереей, уже с декабря начинается длительный и трудоемкий период. Под сотни лоточков и горшочков с рассадой на втором этаже оборудована теплица, где ноге человека некуда ступить. Все заставлено будущим урожаем. У меня пырей настаивается, все цветы поливаю, кроме герани. Герань не любит. Рыбные, когда остатки есть, мясная водичка. В общем, у меня ничего не выливается. Вот это все у меня идет от картошки, там, с крахмальной вода. Все это цветы любят, и они как-то отзываются очень. Вот видите, как они прямо. Да. Да, здороваюсь с ними каждый день. Рассказываем тоже всякие истории. Они вон головки поднимают, слушают. Уборка урожая продлится до середины сентября, когда наступят первые заморозки. Самыми стойкими солдатами во дворе считаются петунии. В 200-литровых бочках они разрастаются до невероятных размеров и радуют глаз хозяев вплоть до начала октября. Анастасия Данилова, Семен Семенов, Якутск. 1 сентября столица Алмазного края широко отпразднует два праздника – День знаний и День работника нефтяной и газовой промышленности. Для жителей и гостей города подготовлена обширная праздничная программа. В этот день с 13:00 на площади имени Ленина праздник начнется с концертно-развлекательной программы «С Днем знаний». Продолжится фестивалем мороженого и завершится праздничным концертом, посвященным Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Уже завтра за парты школ города Якутска сядут около 4500 детей. Поэтому планом приема в школы Якутска с учетом приезжающих на постоянное место жительства предусмотрели места для 5500 первоклассников. По словам работников администрации города, есть случаи, когда родители записывают своих детей сразу в несколько школ. Законом это не запрещено, но такие факты выявляют, благодаря чему удалось освободить 60 учебных мест. А вот погода в День знаний обещает быть капризной. В Якутске, по прогнозам синоптиков, ожидается дождь с грозой и порывистым ветром. Температура воздуха прогреется до 18 градусов, а в Алдане и Нерюнгре ожидается переменная облачность и также 18 градусов выше 0. В Мирном и Ленске преимущественно солнечно, 16 градусов в столице Алмазного края и 20 ожидается в Ленске. На площади Ленина, столице республики, сегодня работала ярмарка-выставка «Мир детства». Подробности в нашем следующем материале. На выставке ярмарки «Мир детства» никому не придется скучать. Родители могут записать своих детей на различные кружки и секции, проконсультироваться с врачами и детскими центрами. Тем временем дети могут занять себя рисованием на песочном столе, нарисовать на лице аквагрим и поиграть с аниматорами. Помимо развлекательной программы состоялась и образовательная часть мероприятия с руководителями детских учреждений. Да и родители смогли получить массу полезной информации. Представлена информация о том, как попасть в детские сады на субсидированное место, как получить возможность поступления детей от 1,5 до 3 лет. Это самый наш такой пласт неорганизованных детей, потому что, как мы знаем, у нас очередность в сады на сегодня все равно есть, она существует. Дальше получат информацию, как лучше адаптироваться детям перед тем, как пойти в садик. Но не только дошкольники и их родители уйдут с ярмарки с большой корзинкой впечатлений. Школьники тоже были рады присоединиться к проводимым играм. Еще больше детей порадовало то, что мороженое и сладости достались им в дар. Играла. Скажи, вы что? Ну, мы клеили, рисовали. Ну, еще лепили. Я там льва слепила, лось и бабочку. В завершении программы детишек порадовали артисты театра юного зрителя представлением сказки о глупом мышонке. Анастасия Данилова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. За неделю девочка из Среднеколымска стала звездой социальных сетей. Рейтинг ее страницы в сети Instagram подскочил после публикации обращений известных блогеров республики. 10-летняя Карина борется с тяжелой болезнью. Ее мечта – набрать 1 миллион подписчиков и стать известным блогером. Как отнеслись к идее близкие девочки и как себя чувствует новоиспеченная звезда? Материал Сарглан Захаровой. Мечты есть у каждого. Одни хотят дом на берегу моря, другие – дорогую машину, третьи – избежать от проблем. Маленькая девочка из далекого арктического района мечтает стать известным блогером и набрать 1 миллион подписчиков. Когда Карина впервые выложила видео с этим фактом о себе в Инстаграм, она даже и подумать не могла, что вскоре мечта перестанет быть призрачной. Просто так, к слову, 1 миллион. И
Это видео увидела наша землячка Василина Шарина, наша талантливая землячка. И у себя тоже выложила пост с просьбой поддержать Каринина начинание. Флешмоб с хэштегом «Подпишись на Каришку» поддержали десятки тысяч пользователей социальных сетей со всего мира. Теперь начинающий блогер активно ведет свою страницу и снимает много разных видео о своей жизни. И это несмотря на то, что девочке сейчас приходится бороться с тяжелым недугом. У Карины лейкоз. Ничего не предвещало беды до этого лета. Приехав в июне в Якутск лечить обычный отит, они услышали страшный диагноз. Жизнь перевернулась с ног на голову, все планы уже изменились, уже совсем началась другая жизнь. Были, конечно, минуты отчаяния. Все время задавались вопросом первое время, почему мой ребенок? Минуты отчаяния прошли. Сейчас болезнь семья старается воспринимать философски. Испытания даются только тем, кто может с ними справиться. И на самом деле 10-летняя Карина оказалась стойкой не по-детски. Мы пришли с праздника 1 сентября, у нас было в солнечном городе. Мне вручили много очень подарков. С бичик. Некоторые подарки, которые мне дал бичик, я отдам своему отделению. Детишкам, чтобы они тоже радовались. Как рассказала на видеосвязи сама Карина, силы ей придают подписчики. Каждый день они отправляют сотни сообщений и комментариев со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Надо быть сильной, верить в себя, верить в все. Я хочу сразу всем сказать спасибо большое, что вы меня так поддерживаете, что вы мне много добрых слов говорите. Мне это очень приятно. Сейчас Карина проходит длительное и сложное лечение в Якутске. Продлится оно до февраля следующего года. И ровно столько времени девочка проведет в своем отделении, не покидая его ни на минуту. Единственное окно в большой мир – социальные сети, полные разных людей, красочных фотографий и таких нужных для Карины теплых слов поддержки. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и подпишитесь на Карину. Удачи вам!